Здравствуйте, меня зовут Егоров Данил. Я ученик 5 Б класса 21 школы, а это моя мама. Меня зовут Томская Екатерина Егоровна. Мы сегодня с Данилом прочитаем один из подвигов Геракла. Геракл изгоняет стимфальских птиц. Решив, что этот подвиг легче всех остальных, Геракл охотно отправился в город Стимфал, а оттуда в гремучий лес, где жили чудесные птицы. Еще не дойдя до леса, он увидел целые тучи огромных стимфальских птиц. Они кружились в воздухе, прыгали по земле, сидели на деревьях и кликотали так громко, что Геракл зазвенело в ушах. Когда они поднимались стаями в воздух, стал такой лязг и звон, что Геракл подумал: уж не медные ли перья у этих птиц? Так оно и было. Острый страшный клюв стимфальских птиц, их крючковатые когти и перья были из чистой меди. Разглядев птиц получше, Геракл понял, что он жестоко ошибался и что этот подвиг ничуть не легче других. Но не успел он еще сообразить, что же делать, как целая стая хищников налетела на него сверху. Воздух гудел от их медных крыльев. Одна за другой птицы пронеслись над Гераклом. Вдруг большая стрела ударила прямо в львиную пасть, зацепив волосы героя. Не понимая, откуда падают стрелы, Геракл поднял голову и увидел, что стимфальские птицы кружатся над его головой, стряхивают остроконечные сверкающие перья прямо со своих крыльев. Каждое такое перо было вдвое острее и тяжелее обычной стрелы. Оно могло пробить человека насквозь. Хорошо, что Геракл, отправляясь в Стимфальский лес, разыскал в дубовой роще шкуру немейского льва, который сбросил, гоняясь за ланью. Он воткнул свою дубину в рыхлую землю и, накинув на нее львиную шкуру, присел на корточки в этой каменной крепости. Потом он стал пускать в птиц одну за другой золотые стрелы, подарок солнечного Аполлона. Одна за другой падали на землю птицы, но ведь их было бесконечное множество, а у Геракла только 12 золотых стрел. Расстреляв их все до последней, Геракл стал пускать из лука медные птичьи перья, поражая стимфальских птиц их же орудием. Но на место каждой убитой птицы слетались целые стаи других. И как метко не стрелял Геракл, он скоро понял, что уничтожить всех медных хищников невозможно. Конец этой истории можете прочитать сами. Приятного чтения!